Третья неделя осенней призывной кампании. За это время военный комиссариат республики провел 2 отправки новобранцев, обеспечив тем самым пополнение вооруженных сил России на 8 солдат. Как отмечают в самом военкомате, все идет строго по плану, без каких-либо проблем и нареканий. На сегодняшний день команды ушли без срыва, в соответствии с требованиями, предъявляемыми по состоянию здоровья и по военно-учетным специальностям тем гражданам, которые были призваны. У нас ушли 4 водителя категории С, подготовленные на базе нашего РОСТО. На сегодняшний день задание выполняется, проблем никаких нет. Желающих в Ингушетии пополнить ряды вооруженных сил России достаточно. Новобранцы подготовлены к последующим отправкам. Им предоставляются на выбор список из нескольких рядов войск, включая Национальную гвардию, военно-космические силы и сухопутные войска. Отслужив в армии всего лишь год, желающие могут быть спокойны при поиске вакансий из-за наличия военного билета. На сегодняшний день мы знаем то, что на любое место, куда бы он ни пошел, человеку говорят, служил в армии или нет. Это первый вопрос. На сегодняшний день также мы знаем то, что законодательство Российской Федерации, оно ужесточило ответственность граждан за нарушение правил воинского учета. Раньше, допустим, штрафы, которые были 500 тысяч рублей, 3000 рублей, на сегодняшний день они выросли в разы. На сегодняшний день за те или иные правонарушения гражданина могут привлечь и до 30 тысяч штрафов. А должностных лиц организаций, учреждений, ответственных за воинский учет, те, которые не выполняют свои обязанности, их до 50 тысяч. Ну а юрлиц до 400 тысяч рублей. Военный комиссар республики также подчеркивает, что с начала призывной кампании не было возбуждено уголовных и административных дел против уклонистов. В настоящее время военкомат не видит в этом смысла, так как наряд Минобороны выполняется в основном из желающих служить. Однако они предупреждают, что для тех, кто избегает армию, это может стать проблемой в будущем. Если молодой человек не будет проходить призывную комиссию, то у него могут возникнуть трудности с получением военного билета после истечения призывного возраста. Это то, что по достижению определенного возраста, те ребята, которые уклоняются, не являются, они уже, как говорится, военный билет не получат. По действующему законодательству в отношении таких граждан призывная комиссия принимает решение, что он не проходил военную службу, не имея на то законных оснований. И им выдается не военный билет, а справка формы 1 вместо военного билета. Что это означает? Это означает то, что если гражданин работал где-то в госслужбе, он подлежит немедленному увольнению. И второе, в течение 10 лет этот гражданин, он не может работать, имеется в виду, то есть занимать должности госслужащего. То есть мы понимаем, то, что до 30 лет, допустим, это вот с Нового года, он будет бегать, потом 10 лет он не может на госслужбу пойти, но после 40 лет и смысла нет куда-то идти, из него уже ничего не получится. Военный комиссар республики также сообщает, что в ближайшее будущее Минцифры России планирует оснастить военкоматы цифровым оборудованием для проведения военного учета через онлайн-платформу госуслуги. Это позволит оповещать граждан о призыве через приложение и существенно снизит число уклонистов благодаря новому закону об электронных повестках. Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.